Быстропил Гиреев, исполняющий обязанности министра экономического развития Республики Ингушетия, принял участие в 6-м Российском исламском экономическом форуме «Россия – гарант партнерства». Форум представляет собой уникальную возможность обмена опытом и идеями в области партнерского финансирования. По последним данным, объем мировой исламской экономики в сфере потребительских расходов увеличился с 1,62 триллиона долларов в 2012 году до 2,29 триллиона долларов в 2022 году. Основные области потребления включают продукты питания, фармацевтику, косметику, одежду, туризм и медиа. Согласно проведенному мониторингу, продолжается рост спроса на продукты партнерского финансирования в различных регионах России. Банки, финансовые учреждения, лизинговые компании и другие организации активно участвуют на рынке, что способствует формированию новой отрасли по всей стране. Сбербанк является лидером в этой области. Первые сделки по партнерскому финансированию были проведены еще в 2016 году. Банк продолжает расширять свои компетенции, успешно интегрируя стандарты исламского финансирования, а также открывая специализированные офисы, что делает его ведущим игроком на рынке. Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики на этот и 2 последующих года. Эксперты банка ожидают, что в 2024 году российский ВВП вырастет на 3,2%, в 2025 году на 1,6%, а в 2026 году на 1,1%. При этом в июне они прогнозировали рост российской экономики на 2,9% в 2024 году и на 1,4% в 2025 году. Рост экономики по-прежнему значительно выше потенциала благодаря оптимистичным настроениям потребителей, росту реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру. На неделе с 8 по 14 октября 2024 года потребительская инфляция замедлилась до 0,12%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились на 0,24%. Продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию на минус 0,25%. На остальные продукты питания динамика цен составила 0,28%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,09%. Продолжилось удешевление электро- и бытовых приборов. Замедлился рост цен на легковые автомобили, медикаменты и бензин. В секторе услуг цены снизились на 0,14%. При сохранении удешевления услуг санаториев на 0,32%. Правительство России увеличивает лимит фабрики проектного финансирования до 600 миллиардов рублей. Это поможет нарастить кредитование инвестпроектов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Цитата. «По поручению президента мы расширим поддержку программы «Фабрика проектного финансирования». Будет увеличен размер участия госкорпорации Web.RF в синдицированных займах до 600 миллиардов рублей. Это поможет нам нарастить общее кредитование инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики до 6 триллионов рублей», отметил Мишустин на заседании Кабмина России. Премьер-министр подчеркнул, что в рамках программы возводятся крупные объекты в газохимической промышленности, магистральной инфраструктуре, металлургии и в других сферах. Завершаем наш выпуск экономических новостей. Информация о курсе валют на сегодня.